Ребята, у нас сегодня необычное занятие. Наша группа украшенными листьями. Листья света облетают, птицы к югу улетают. Что за время года, спросим? Нам ответит, это осень. Мы украшили нашу группу листочками, потому что на улице осень. И наше занятие об осени. И называется она, ребята, «Золотая осень». А вот чтобы узнать признаки осени, вы, ребята, должны сейчас отгадать загадки. Слушаем внимательно. Листья в воздухе кружатся, тихо на траву ложатся, сбрасывают листья в сад. Это просто листопад. Молодцы. А как вы думаете, что это такое листопад? То, что у него есть все листья и падают по кусочку, и просто по полностью, и просто по нему. И по нам и падает. Правильно, листики падают с деревьев, да? Ветер тучу позовет, туча по небу поплывет, и поверх садов и рощ моросит холодный дождь. Умницы мои, молодцы. Стало хмуро за окном, дождик просится к нам в дом. В доме сухо, я снаружи. Появились всюду лужи. Правильно, молодцы, ребята. В сером небе низко тучи ходят близко, закрывают горизонт. Будет дождь, мы взяли с собой зонтик. Молодцы, ребята, правильно. А сейчас я предлагаю отправиться на наше занятие. Но мы проведем его сегодня необычно. Посмотрите, ребята, на стол. Что у меня лежат на столе? Листики. А какого цвета листики, ребята? Красного, зеленого. Красный, желтый, зеленый. Вот возьмите себе по одному листику, ребята. У меня нет, а мне классный. У Алишера какой? У меня классный. Красный. У Богданы? Зеленый. А у Камилы какой? Желтый. Желтый. Молодцы. Посмотрите, ребята. Вот у нас на столах листочки. У кого желтый, подходит к столу к желтым. У кого зеленый, к зеленому столу. А те дети, у кого красный, подходят к красному столу. Вика и Алишер идут ко мне. Оставляю листочек. Вика, держи. Пошлите. А Богдана? Богдана сюда идет с Амирой. Вы садитесь. Богдана с Амирой сюда подходит. А вот потом сюда пойдем? Да. Ребята, вам нужно сейчас заняться тем, чем вы хотите. Я хочу вот рисовать. Сейчас вы можете разрисовать деревья, можете слепить, можете поиграть в лото. Вика, у тебя красный листочек, вы меня, Алишер сюда идет. У вас здесь, вы потом будете меняться. Чем вам нравится, тем вы занимаетесь. Хотите рисуйте, хотите играйте в лото. Девочки, у вас достались зеленые листочки. Вам надо взять корзиночки и составить тропинку из этих корзиночек. Какую тропинку вы будете делать? Это разницы вам нет. Берете корзиночки и строим на полу тропинки. Так, а мы с вами, ребята, сейчас поработаем. Посмотрите внимательно. Вика и Алишер, посмотрите внимательно на картинку. Как вы думаете, какое время года изображено на картинке, Вика, Алишер? Какое время года? Какое время года? Осень. Осень. А как вы догадались, что это осень, ребята? Потому что листики. Какие листья цвета? Красный, желтый, зеленый, оранжевый. Так, а посмотрите, как одеты дети? Тепло. Алишер, как одеты дети? Алишер, как дети здесь одеты? Куртка. В куртках, тепло. А посмотрите, что на улице идет? Листопад Нет, и что это? лужи. Это лужи. Лужи.
А идет на улице Дождь. дождь. А мы на поняли. улице. Правильно. Посмотрите, какие стоят здесь деревья у нас. Деревья какие стоят, Алиша? Без листочка. Она меня забила. Голые, без листочков, да? На этой картинке посмотрите, какие деревья стоят. Листая голову. Голые, без листочков. А это лес какой, Алиша? Каким? Листопад. Листопад. Каким цветом здесь листики? Да, оранжевые и желтые. Алиша, посмотри внимательно, пожалуйста. Каким цветом листики здесь? Весна. Каким цветом листики? Желтым. Желтые. А посмотри, что здесь делают листочки? Листопад. Вика, Задом. кружатся, ложатся. И это называется правильно, это называется листопад. А давайте рассмотрим вот эту картиночку. Алишер, как дети здесь одеты? Алишер, как у нас здесь дети одеты? Теплая одежда? Да, в курточках, потому что уже солнышко греет слабо, да, ребята? Посмотрите, вот у нас наступила осень. Листья поменяли цвет. Часто идут дожди. Листья падают у нас. И меняет цвет, а дети у нас одевают теплую одежду. А дети одевают у нас теплую одежду. Правильно, ребята, вы ответили. А что часто бывает осенью? Осень без листочков, голый, листопад, дожди, могут менять цвета, и Да. дождь, слабо, могут цветать цветочки. Хорошо. А ветер осенью какой? Сильный или слабый? Сильный. Ветер сильный, срывает листочки, да, у нас? И часто идут дожди. Хорошо, ребята. Вы справились с заданием. Девочки наши справились с заданием? Картинку. Хорошо, посмотрите, какая так красивая картинка у нас получилась. Не надо трогать. А закрасили? Хорошо. Теперь мы меняемся местами. Самира и Богдана идут ко мне за стол. Оставляем корзиночки. Камила и Миша собирают сперва в корзиночку листочки и строят свою тропинку. Какую вам нравится тропинку, такую вы строите. Миша, собирайте сперва в корзиночку. Какая вам понравится тропинка, такую вы... А вы можете рисовать, играть в лото. Богдана, мы по очереди. Все по очереди. Садимся. Садимся, ребята. Толстый сон. Посмотрите внимательно, пожалуйста, на картинку. Как вы думаете, какое время года изображено? Это весна. Осень. Осень. Какого цвета, Самира, листики здесь? Самира. И желтый. Что здесь идет, Богдана? Ну-ка посмотри на эти картинки. Что мы видим здесь идет? Листики летают. Да, на улице идет дождь. Что дети взяли? Зонтик, одежду, куртку. Хорошо, одели. И лужи появляются. Появляются лужи. Ветер как дует? Очень сильно. Очень сильно дует ветер. Листья обрывают. И у нас деревья какие становятся? Голые. Голые. А посмотрите на эту картинку. Какой цвет листьев здесь появился? Желтый. Листья поменяли у нас цвет. Правильно. Листья поменяли у нас цвет. Радостные, потом они одинаковые становятся. Так, хорошо. Что мы здесь? Камила и я. Ой, Миша, быстренько стройте свою тропиночку. Алишер и Вика у нас разукрашивают или лепят пластилином, или играют в лото, ребята. Девочки, дальше посмотрите внимательно. Скажите, пожалуйста, листья
красное, желтое. И бывает еще осенью оранжевый, и некоторые остаются зелеными, да, ребята? Да. А что у нас с ветром становится? Какой он становится? Ветер. Сильный ветер. Сильный. Что он делает? Срывает. Срывает листики. Срывает листья, правильно. Ветер срывает И можно еще, листья. а тут детки ходят в сапогах. Правильно. Резиновых сапогах. Хорошо. Резиновый сапожек надевают, потому что часто идут дожди. Сапки одевают и куртки одевают. Правильно. Они одевают теплую одежду. Молодцы, ребята. Значит, на картинке мы можем сказать, в какое время года изображено. А вот этой картинке они одели сапку и куртку, где листики попадали. Какие признаки мы осенью мы знаем? Часто идут правильно. И ветер дует сильно. А Миша и Камила, быстренько строим свою тропинку. Вы еще не построили. Ну-ка быстро стройте. Какая у вас тропиночка получится? Камила, ты строй быстро, несите как тропинку. Шо? Ну-ка, Нет, тут моя тропинка. строим. Так, Самира, скажи, пожалуйста, что ты видишь на этой картинке? Какого цвета они? Желтого. Что делают дети? Что делают дети? Гуляют, правильно. А что дети взяли с собой, Самира? Почему они взяли зонтики? Правильно, чтобы укрыться от дождя. Потому что осенью часто бывают дожди, да? Молния. Да, правильно. И посмотрите, ветер дует, и у нас листики опадают. Да, и деревья становятся голые. Правильно, Богдана, молодец, подсказала. И деревья становятся голые. Посмотрите, как красиво в лесу. У нас получился ковер из листьев разноцветных, да? Вся тропинка усыпана листьями, потому что у нас листопад. А сейчас, ребята, я предлагаю вам поменяться местами. У нас Самира с Богдана идут на этот стол. Миша идет сюда с Самирой. Ой, с Камилой ко мне. А Вика идут с Алишером строить свою тропиночку. А девочки, вы занимаетесь своим. Или рисуете, или собираете мозаику, или можете разукрашивать. Что вам нравится, ребята? Что, меня много картинок. Так. Да? Миша, пожалуйста, и У меня Камила, много посмотрите на рисунок. Какое время года изображено? Осень. Как, Камила, ты догадалась, что это осень? Потому что там ветер. А какого цвета, Миша, листики у нас? Желтые и красные. А что с листьями произошло? Они падают с дерева. Почему они упали с дерева? Потому что ветер. Правильно, потому что ветер сильно дул, и они упали с листьев. Вика и Алишер красивые строят себе тропиночки. А мы сейчас посмотрим, какие тропиночки вы сделали. Камила, посмотри на этот рисунок. Что ты здесь видишь? Дождик. Что дети взяли с собой? Зонтик. А какое вот это дерево стоит? Чисто голос. Чисто голое. Почему? Да, и потому что ветер у нас сильно дул, да? Да. У нас осенью дует сильно дожди. Часто сильно дует ветер, часто идут дожди, свет меняет листья. Происходит, Миша, листопад. Миша, посмотри, пожалуйста, на эту картинку. Что ты видишь на картинке? Дерево. Вика, ну переключи. Так. Ветер. Так.
мне признаки осени. Какие вы знаете признаки осени? Листочки. Листочки меняют цвет. Листочки меняют цвет, хорошо. Часто идут. Дожди. Происходит у нас Листопад. листопад. Да. Ветер как дует? Сильно. Сильно дует ветер. Хорошо. Еще что происходит осенью? Дождь идет. Так, солнце И светит. лужи. Появляются лужи, и солнце светит, как у нас. Ярко. Осенью разве ярко? Да слабо. Слабо уже. И дети поэтому одевают какую одежду? Теплее, правильно. Листья поменяли цвета. А, Миша, скажи, пожалуйста, какого цвета листья у нас осенью бывают? Зеленые, оранжевые, желтые Мгм. и красные. Прекрасные. Листья поменяли цвет. Молодцы, ребята. Они изменили свою окраску, да? Ну и вот и желтые были, и красные, и оранжевые. Ну, правильно, молодец. А посмотрите, какой красивый осенний лес. Нравится вам? Нравится. Посмотрите. Вся Поляна желтая. поляна желтая. Листья опали. И сделали такой красивый ковер для нашего леса, да? Алишер? Хорошо, правильно, правильно. Вот, ребята, мы сегодня поговорили с вами о осени. Хорошо. А теперь, ребята, стали все кружочек. Ну, в следующий раз мы накрасим. Ставим все кружочек. Вот, посмотрите, какая у нас красивая полянка получилась. Становимся, Богдана, Самира, идем сюда. Вот. Сюда становимся. Опускайте ручки. Богдана, Самирочка, дайте к нам. Мы потом докрасим, я вам оставлю время, вы еще покрасите. Потом я вот это красила. Хорошо. Становимся. Потом вот это красила. Становимся. А мы что, гулять не идем? Пойдем. Так, ребята, Она меня... скажите, пожалуйста, вам понравилось сегодняшнее занятие? Да! А о чем оно было? Полистья. Мы еще рисовали. Про осень. А какие признаки осени вы знаете? Камила, расскажи мне, пожалуйста. Так. Листопад. Так, не надо, давайте будем по очереди. Листопад. Листики падают. Хорошо. Меняют цвет. Дальше. Листья меняют цвет. Цвета меняют Так, красный, Миша, что зеленый, происходит оранжевый. с ветром на улице осенью? Дождь идет, То лужи появляются. появляются лужи. Самира, скажи, пожалуйста, какой становится осенью ветер? Сильный. Сильный. Алишер, а дети одевают потеплее одежду или ходят в футболочках осенью? Кофта. Кофты потеплее мы одеваемся, да? Солнышко как дети греет осенью? Слабо. Поэтому мы одеваем теплую одежду. Шапки, сапоги, Да. куртку. Вот такое сегодня, ребята, необычное занятие мы провели. Мы провели способом 3 игр. Вам понравилось такое занятие? Да! Мы с вами будем еще, ребята, проводить другие занятия. Я вас благодарю. Вы справились с заданием. Спасибо. Понравилась мне эта игра. Шулдыкенова Эльмира Семаканбетовна. Вашему вниманию было предоставлено занятие методом 3 игр на тему приметы осени. Данное занятие производилось в рамках недели «Осень. Щедрая пора». Конспект занятия был разработан в соответствии с типовым учебным планом дошкольного воспитания и обучения с учетом средней группы 3-4 лет. Использовала компоненты интеграции следующих образовательных областей: познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое и социально-коммуникативное развитие. Перед собой ставила следующую цель. Называет признаки осени. Листопад. Часто идут дожди, листья меняют цвет.
В ходе занятий использовала целый ряд методов. Это наглядный, практический, словесный, игровой. Форма организации детей – групповая и индивидуальная. Перед занятием была проведена следующая предварительная работа. Наблюдение на прогулке за опавшими листьями с деревьев, сбор листьев разной формы и окраски, беседы об осени, рисование на занятиях по деятельности. Занятие состояло из 3 частей. Вводная часть предполагала организацию детей, переключение внимания на предстоящую деятельность, доказать, что сейчас время года осень, стимуляция интереса к ней, создание эмоционального настроя. Для разделения на 3 группы дети выбрали себе листочки. У кого были листочки красного цвета, подходили к столу с красным листом, у кого желтым, то к столу с желтым листом, а у кого зеленый, к зеленому столу. Сначала объясняю, что нужно сделать детям в свободной игре. Выбор ребенка: или они раскрашивают листья, или работают с пластилином, разукрашками, или играют в лото времена года. В структурированной игре даю задание выложить тропинку из листьев по цвету красный и желтый. Цель: умеет выкладывать тропинку. Игра под руководством. Признаки осени. Работа по картине. Цель: умеет называть признаки осени. Часто идут дожди, листопад, падают листья, листья меняют цвет. Провожу переход детей из одной игры в другую, чтобы все дети проиграли в 3 игры. Подвожу итог занятия. Все части занятия были объединены и взаимосвязаны. Вопросы были доступны детям. Речь педагога была четкой, лаконичной, выразительной. Во время занятий использовался демократический стиль общения. Выслушивались ответы каждого ребенка, побуждались к высказыванию дети нерешительные. Внедрение 3 игр помогает улучшить знания детей. Можно услышать голос ребенка. Использование вопросов в обучении способствует их активности. В течение занятия выслушивала детей, хвалила их за правильный ответ. Дети были активны, проявляли интерес к деятельности, предложенной педагогом. Легко включались в работу, работали в заданном темпе, были ориентированы на общение с педагогом. Благодаря 3 играм дети поняли тему занятия, считая, что с поставленной темой справилась.